13 погибших, более 130 пострадавших, 25 из которых в крайне тяжелом состоянии. Таковы данные Минздрава Киргизии. Судя по всему, эта статистика не окончательная. На границе с Таджикистаном вторые сутки продолжаются боестолкновения сторон. Хотя и Бишкек, и Душанбе на официальном уровне говорят, что ситуация стабилизировалась. Конфликт начался 28 апреля в районе водозаборного узла Головной. Таджикские пограничники, считающие земельный участок своей территорией, начали установку камер видеонаблюдения. Действия спровоцировали недовольство киргизской стороны, которая также заявляет права на водозаборный узел. После словесной перепалки завязалась перестрелка. По словам представителей Таджикистана, спор за территорию у водораспределительного узла ведется с момента развала Советского Союза. Граница там проходила весьма условная, вода объединяла. Для киргизов и таджиков узел Головной, можно сказать, единственный источник питьевой воды и орошения. Скажем так, местечковые или как бытовые конфликты были, но до такого напряжения, чтобы с перестрелкой впервые случилось, киргизская сторона расширила свою зону влияния, как говорится, да, а таджикские власти более дипломатично к этому относились, всегда старались как-то не напрягать ситуацию, и поэтому они потихонечку расширяются, видимо, до предела какого-то дошло, что вот возникла такая ситуация. В свою очередь, киргизская сторона заявила, что после развала Советского Союза полностью взяла на себя содержание водораспределительного узла, его ремонт и обслуживание. Этот водозаборный пункт является собственностью Кыргызстана, распределяет воду реки Фара. Строила кыргызская сторона и, соответственно, профилактические работы проводила кыргызская сторона. Там все расписано в договоре. Сколько отпуск воды таджикской стороне, кыргызской стороне. И таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения, и из-за этого начался конфликт. Накануне Минздрав Киргизии сообщил о гибели в конфликте ребенка. Девочка 2008 года скончалась от ранений в машине скорой помощи, не доехав до больницы. Стоит отметить, что Киргизия на протяжении всего конфликта информирует о пострадавших со своей стороны. Таджикистан сообщал о раненых только в начале боестолкновения. Граждане республики, которые сейчас оказались за пределами страны, пытаются узнать подробности о раненых и убитых через знакомых. Несмотря на проведенные переговоры сторон о прекращении огня и отводе силовиков от линии соприкосновения по местам постоянной дислокации, уже несколько раз вспыхивали интенсивные перестрелки с участием боевой техники. МИД России призвал Киргизию и Таджикистан принять меры, чтобы не допустить новых инцидентов на границе.